Таджикистан не может прекратить сотрудничество с Афганистаном во всех сферах. В Агентстве по надзору в сфере образования Республики Таджикистан довольны качеством образования в школах страны. В 2022 году российское гражданство получило рекордное число таджикистанцев. Путин встретился с секретарями Совбеза 8 стран по афганской проблематике. Зеленский в Париже призвал как можно быстрее предоставить Киеву боевые самолеты. После более чем полуторагодичной оккупации власти в Афганистане талибами Таджикистан остался непоколебимым в заявлении позиции и не изменил ее, сообщил об этом на пресс-конференции 8 февраля директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усмонзода. По его словам, время показало, что позиция Таджикистана близка к позициям большинства стран мира. Он отметил, что Таджикистан имеет давние исторические и добрососедские отношения с Афганистаном, поэтому не может оставаться равнодушным к событиям, происходящим в этой стране. Президент страны подчеркнул, что мы не вмешиваемся в события, происходящие в соседней стране, но и не можем быть безразличными, отметил Хайреддин Усмонзода. Директор ЦСИ подчеркнул, что именно учитывая этот момент, Таджикистан не может прекратить сотрудничество с Афганистаном во всех сферах. Таджикистан заинтересован в том, чтобы наша соседняя страна была безопасной, стабильной и развивающейся. Безопасность не может быть обеспечена без экономического развития. Экономика имеет гуманитарный аспект. Поэтому Таджикистан проводит различия между политическим, экономическим и гуманитарным сотрудничеством. В настоящее время наше сотрудничество налажено в экономическом и гуманитарном направлении, сказал Хайреддин Усмонзода. Он отметил, что позиция Таджикистана в отношении политических событий в Афганистане осталась неизменной и понятна для всех стран. Агентство по надзору в сфере образования при президенте Таджикистана выдало положительную оценку качества образования в школах страны. Как сообщил на пресс-конференции сегодня, 9 февраля в Душанбе, глава указанного агентства Икром Субхонзода, для определения качества образования сотрудники агентства провели 900 учебных учреждений, что на 80 учебных заведений больше, чем в 2021 году. По его словам, проверки показали, что по сравнению с прошлыми годами улучшилась материально-техническая база, качество кадров, что является основным фактором повышения качества образования. Икром Субхонзода также отметил, что в Таджикистане функционирует 4866 учебных учреждений, в том числе 46 высших учебных заведений. По данным Министерства внутренних дел России, в 2022 году российское гражданство получило рекордное число таджикистанцев – 173 634 человек. Согласно данным, в прошлом году число получивших российский паспорт граждан Таджикистана выросло на 70 тысяч человек по сравнению с 2021 годом. Тогда гражданство России получило 103 681 человек. Если разделить число таджикистанцев, получивших гражданство Российской Федерации в 2022 году на календарный год, получается, что в среднем ежедневно 476 граждан Таджикистана становились гражданами России. Граждане Таджикистана лидируют среди граждан стран Центральной Азии в получении российского гражданства. В общем, в 2022 году гражданство Российской Федерации получили 691 045 иностранцев. В пятерке стран, жители которых получили российское гражданство, Таджикистан расположился на втором месте. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с участниками многосторонних консультаций секретаря Совета Безопасности по афганской проблематике, сообщает Кремль. По его словам, Россия обеспокоена попытками внерегиональных стран использовать ситуацию в Афганистане для создания своих организаций под видом борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что положение в стране лучше не становится, обостряется и гуманитарная ситуация. Ситуация очень сложная, но делается все, чтобы решения были найдены, сказал Владимир Путин. Также президент Российской Федерации заявил о том, что после ухода американских войск наращивает свой потенциал Аль-Каида и что ситуация в Афганистане напрямую затрагивает вопросы безопасности России и ее южных границ.
Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, а также его коллеги, советники по национальной безопасности и секретари совбезов из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Зеленский 8 февраля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце призвал, что как можно быстрее предоставить Киеву боевые самолеты и тяжелое вооружение, заявив, что в борьбе с российским вторжением время играет решающую роль. Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие дальнего действия, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы сможем вернуться к миру в Европе, отметил он. Украинский лидер прибыл в Париж по завершению своего визита в Лондон, где у него была встреча с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент проинформировал главу британского Кабмина о ситуации на фронте, ключевых потребностях вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. После Парижа Зеленский, как ожидается, отправится в Брюссель для участия в саммите ЕС.